Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой путь, какая судьба вам уготовлена свыше? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе. Смотрите, вы как центр притяжения, у вас две головы, и вы расставили руки. Вот вы берете все от жизни, все, вот все, что не дается, либо все, что не попадает в поле вашего зрения, вы это берете. Вы имеете возможность это взять. Вот когда выходит фигурка человека с раскрытыми руками, это очень крутой знак. Знак того, что вы возьмете по полной, понимаете? Если раньше вы жили в каких-то ограничениях, в каких-то дефицитах, в лишениях жили, да, то теперь руки раскрыты, я беру все и сразу, как говорится. В правой руке, смотрите, у вас якорь. Я вас поздравляю. По якорю вы войдете в состояние покоя, стабильности. Опять же, якорь, он про обеспеченность, про такие спокойные дни и ночи, про довольную, сытую жизнь, жизнь, в которой напрочь отсутствует там, стресс, волнение, переживания, дергание там, по всяким мелочам. Это все уйдет, этого всего не будет. Здесь у вас у ноги лежит осколок бумеранга. Бумеранг, который вы не запустите. Вы найдете в себе ресурс, вы найдете в себе силу кого-то простить. Простить и, как говорится, отпустить. Отпустить ситуацию. Не человека, а ситуацию. Знаете, вот прям хочется. Вам сейчас кого-то очень хочется наказать. Очень сильно хочется. Либо хочется, чтобы этот человек на своей собственной шкурке прочувствовал все то, что сделал вам. Либо все то, что вы из-за него, либо из-за нее пережили. Но вы сильная моральная личность. Вы сломаете этот бумеранг. Вы отпустите этому человеку все его прегрешения. И это будет абсолютно правильное решение. Абсолютно правильное, которое принесет вам огромный бонус в будущем. А тот человек, которого вы просили, поверьте, он за все ответит. И ответит гораздо сильнее, чем если бы вы послали бумеранг. Да, так оно и работает. Прощение, кстати, на самом деле очень страшное оружие. Просто не все это понимают, не все умеют этим пользоваться. А вы поймете, а вы воспользуетесь. Хотя простите от чистого сердца. Так, в левой руке. В левой руке у вас, вернее так, к левой руке у вас привязан какой-то мужчина. Прям привязан. Девушки, к вам привязан мужчина. Если смотрит меня мужчина, к вам привязана женщина. Прям, видите, на веревочке, как ручной, да, не ручной, как на привязи, да, на привязи у вас тут человечек прыгает. Если вы переживаете за свою личную жизнь, если у вас какие-то очень странные, непонятные отношения, там, пришел, ушел, и да, и нет, и вправо, и влево, постоянно какой-то маятник в отношениях, да, американские горки. Смотрите, вы этого человека к себе привяжете. По левой руке это без вашего желания произойдет. То есть вы для этого ничего не делаете. Вы там не магичите, не химичите, не уговариваете, не шантажируете, не там истерите. Это происходит естественным путем. Человек сам вот на себя одевает этот ошейник, грубо говоря. Ну, так, конечно, не будет. Я вам просто хочу донести смысл. Да? Поймите меня правильно. Сам одевает на себя ошейник, и вот этот поводок отдает вам в левую руку. То есть по левой руке это то, что вы не делаете. Оно само происходит. Видите?
и будет у вас на привязи, на поводке, по собственной воле, по собственному желанию. И еще и просить вас будет, да, чтобы вы этот поводок держали крепче. А это победа. В личной жизни это победа, я вам серьезно говорю. Победа очень крутая, очень достойная. И этот человек сам выбирает себе такую жизнь, такую судьбу, быть вашим верным спутником жизни, быть, ну, грубо говоря, под вашим контролем, под вашим управлением. Это неплохо, это никак не характеризует плохо того человека, либо вас, наоборот. Это же надо быть таким абсолютно гениальным, добрым и открытым человеком, чтобы кто-то по собственной воле свою же жизнь передал вам в руки. Это вы кто? Вот подумайте для себя, ответьте на этот вопрос, кто я буду такая, либо кто я буду такой, что другой человек настолько сильно мне доверится, настолько сильно будет меня любить, что свою жизнь мне посвятит, да, отдаст этот поводок мне в руки. Очень круто. У меня аж прям мурашки идут от этой отсыпки. Здесь у меня просыпался песок. Это знак ваших слез, которые вы пролили в прошлом. Слезы ваши высохнут. Высохнут и больше не появятся. Вы не будете больше плакать, вы не будете так больше страдать. Жизнь ваша очень-очень меняется. Либо поменяется просто диаметральным образом. Так, у образа человека две головы. Это тоже очень сильный знак. Это знак того, что вы, во-первых, раскроете свой потенциал, а во-вторых, вы можете меняться, вы можете адаптироваться, вы можете реальность адаптировать под себя. Два лица, кстати, могут быть еще и как две разные работы. Вы можете быть одна на работе, другая дома, там, среди своих близких, семьи. Вы можете резко менять себя. То есть я, конечно, добрый человек, но тут же я могу быть и строгим, справедливым человеком. Вот у вас именно выходят две головы, и вы этим будете пользоваться. Вы этим будете пользоваться. Это не будет вам мешать, наоборот, это будет вам очень-очень помогать. Так, идем дальше. В вашем будущем вам будет дан какой-то инструмент в руки. Инструмент. Это может быть что угодно, абсолютно что угодно. Но этот инструмент будет вам помогать жить на том уровне достатка, благополучия, которого вы воистину достойны. Понятно, что мы все разные, у каждого свои запросы, но здесь по размеру этого инструмента, я так понимаю, что вам откроются все возможности и все двери. Знаете, вплоть до того, что вот я хочу, я мечтаю, и мне это дается. По крайней мере, мне дается возможность, а благодаря инструменту я ее добываю. Да, либо то, что я желаю, я добываю. Но у вас тут конкретный инструмент. Если вы студент, учитесь, то ваше знание, полученное образование будет для вас инструментом, который откроет перед вами все двери. Если вы уже на пенсии, допустим, значит, вы что-то освоите. Освоите, может быть, какие-то новые знания, какие-то новые навыки, какие-то новые умения. И это будет вашим инструментом. Если вы, например, работаете сами на себя, вот вам прям откроется истина, как быть более успешным человеком, как там карьеру быстрее, ярче создать. Да? Это будет вашим инструментом. Но инструмент воистину гигантский, вот, несоразмерен вашей фигурке. Плюс девушке, мужчине одинаково идет предсказание. У вас за спиной с правой стороны стоит маленький человечек. У кого-то это отыграется ребенок, который будет повторять за вами, будет считать вас своим кумиром. Ребенок, который и внешне будет похож на вас, и по характеру, а может либо так, но в любом случае прям это как продолжение вас. Если у вас нет детей, то это человек, который будет вашим помощником, вашим последователем, человек, с кем вы будете в таких вот отношениях, как там мать либо отец со своим ребенком. Да, будете растить этого человека, ставить, грубо говоря, на ноги, а человек вам будет платить своей любовью и верностью. То есть такой вот как помощник, да, помощник, продолжатель вашего дела, продолжатель вас. Такой человек вышел. Ну,
как бы дети, да, не у всех могут еще родиться дети, хотя у кого-то еще родятся. Если ребеночек у вас появится в будущем, ну вот прям будет похож либо лицом, либо характером, да, и будет повторять как вашу жизнь. Но не ту, которую вы прожили до, а которую вы начнете жить после. Понимаете? Так идет. Так, еще с левой стороны. Смотрите, здесь образ человека, который несет вам какой-то гигантский, ну, я не знаю, коробку, гигантский подарок вам несет. Человек на длинных ногах, человек с хвостом на самом деле. Либо это человек вам чем-то обязан, либо это человек из вашего прошлого. Может быть, даже не конкретно человек. Это могут быть и всякие организации, и учреждения, и, может быть, даже госслужбы какие-то, госорганы. Вам идет просто гигантский подарок. Подарок, который вы заслужили, которого вы достойны. И этот подарок, он не только для радости, но и для какой-то справедливости, для какой-то компенсации. Опять же, вы все слишком разные. Это может быть что угодно. Это может быть, что у кого-то это может быть наследство, у кого-то действительно дорогой ценный подарок. У третьих это может быть компенсация, которую вы заработали, заслужили. У четвертых может быть вам выделена какая-то жилплощадь, квартира, да, по вашим заслугам, по вашей работе там, за прошлое. Опять же, начисления какие-то могут быть, либо наоборот списание каких-то ваших долгов. Да? То есть у каждого отыграется по-своему, но вы это будете ощущать как огромный, нереальный подарок, которого вы раньше никогда не получали. Вот все было в вашей жизни, а вот таких подарков не было. Либо таких больших глобальных подарков не было. Хороший знак. Также девушки. У девушек эта картинка может отыграться новой жизнью, которую подарит вам влюбленный в вас мужчина. Особенно если, например, мужчина иностранец, либо проживает в другой стране. Он вам подарит новую жизнь рядом с собой, в новых условиях, в новой стране. Да, здесь есть такие девушки, которые уедут, переедут и, как говорится, с чистого листа начнут новую жизнь. Абсолютно новую, да, в другой стране, на другом языке. Да, придется заново всему учиться, как маленький ребенок будете делать свои первые шаги. Но для вас это полезно, для вас это будет перезагрузка, которая все поменяет в вашей жизни. Не бойтесь. Не бойтесь куда-то уехать, бойтесь остаться на месте и прозябать в своем болоте. Так, прям такие слова идут с потоком. Так, дальше идем. Здесь какая-то неразрешимая проблема с вашим здоровьем. Либо с вашим, либо со здоровьем вашего близкого человека. От этого болит голова, от этого постоянно на душе кошки скребут, и вы не знаете, что с этим делать. Здоровье. У кого-то конкретная болячка, у кого-то состояние, да, само состояние. Смотрите, что бы это ни было, вам по судьбе с этим справиться. То есть в вашем будущем вы это побеждаете. Вот просто побеждаете. Если мы говорим о здоровье другого человека, то благодаря вам, благодаря вашим каким-то действиям, усилиям, эта болезнь, болячка будет побеждена. Здесь 100%. Так что не волнуйтесь. Так, идем дальше. Здесь животное. Выходит именно животное. Кстати, это не первая отсыпка, где я это вижу. Животное. Животное как друг, как защитник и как страж, ваш страж. Вот именно в эфирном пространстве. Это может быть, смотрите, маленькая, это может быть и кошка, и собака. Животное, которое будет вас именно в тонких мирах именно защищать. Защищать, оберегать. Животное, которое весь негатив может брать на себя, либо будет брать на себя. Животным легче справляться с негативом, чем людям. Они могут жить сразу в двух мирах. Но вот животное придет. Даже если вы не любите ни кошек, ни собак, даже если вы, там, не знаю, там, страшный аллергик, и просто вот рядом собака там, в 15 метрах от вас прошла, а у вас уже все, аллергия началась, животное у вас будет. Может быть, такой породы, которая не вызывает аллергию. Может быть,
вы поймете, что именно на это животное у вас нет аллергии. Ну вот я вижу, что будет у вас еще животное. Животное, которое скрасит ваши дни, которое станет вашим именно и другом, и защитником, и стражем. Понимаете, как даже предупреждать вас может, если какие-то негативные моменты начинают происходить, либо происходят вокруг вас. То есть реакция этого животного. Вы прям друг друга будете понимать без слов именно с этим животным. Это очень, на самом деле, сильный знак. И знаете, как очень много людей, очень много животных, и не всегда прям такая близость между людьми и животными происходит, а у вас она будет. Животное как страж, ваш страж, защитник, страж. Так, с правой стороны. Знаете, я вижу такую картинку, что вы сразу несколькими делами занимаетесь. Вы даже не просто занимаетесь, вы ими жонглируете. Жонглируете настолько ловко, настолько четко. Еще мастер-классы будете давать. И смотрите, чем старше вы будете становиться, тем больше вы будете ощущать жажду жизни. Жажда жизни — это очень классное состояние, когда люди не закрываются в 4 стенах, не сидят на одном месте, постоянно двигаются, развиваются, узнают этот мир, узнают себя, развивают себя, как-то вкладываются в общество, в мир вкладываются. Вот и у вас такой знак. У одних это отыграются постоянные путешествия, отъезды, поездки, разъезды. У других отыграется это какая-то общественная деятельность. То есть человек, который не только себе добился всего и сразу, но еще пытается помочь другим. Да, там, топит за права других, помогает защитить права других. То есть, да, общественный деятель. Здесь явно на этой цыпке собрались общественные деятели, депутаты разных созывов, может быть, даже какие-то будущие, не знаю, правозащитники, чиновники, ну, полезные люди, важные полезные люди. Вы действительно будете все делать на совести, по справедливости. Вы очень яркая личность в сегодняшнем дне, и со временем будете становиться все ярче и ярче. Ваша миссия — это помогать другим, либо примером заряжать других, либо действительно какими-то конкретными действиями. Будущее мне ваше очень и очень нравится. Мне нравится тот уровень духовности, который я ощущаю. И мне нравится, как высшие силы будут видеть вас, каким значимым человеком для высших сил вы станете. Да, каждый человек ценен для высших сил, но ценность, она ведь разная бывает. Вы очень ценный человек для высших сил. Здесь, знаете, какое-то даже особое внимание и особые блага вам будут выделяться свыше. Ну, вы поймете, о чем я говорю чуть попозже. Не сейчас, чуть попозже это произойдет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.